паны вуглі гарачыя. Хлопцы, что там с блином? Я их уже ледве стрымливаю. Правильно, 3 хвилины для того, как доготовался наш блин. Давайте мы отчиним для вас таямницу. Кто той самый важный гость, который наведая хутка нас и своим высоким и важким словом подарить вам этот кулинарный шедевр. Схилите головы пред Стефаном Батория, Отской литостью, королем польским, великим князем литовским, русским, прусским, мазовецким, шамойским, киевским, волынским, подляжским, инфлянским, а так само князем Семиградским. В этот святочный день его великость Стефан Баторий наведал нас, как повіншавать усіх і кожного з початком масленичного тижня. Шановний кухмістер Юрась, чи готовий наш блін? Поважані сябри, я даю дозвол почастуватися лепшим, самим великим, самим смачним бліном у нашій країні. Спеченим з чудовної муки, зерня, якою вирощена менавіта тут, у Великім князстві, у нашій Суле, у нашій Білорусі. Смачно есть вам! Дякую! Займайте чаргу, как не упустить эту магчимость уникальную в Великом княстве Сула почастоваться насамрэч вялізным масленичным блином. Чтоб был здоровый весь ходок у вас. На здоровье, мои дороженькие. З наших сільських селок, які можна набивати на серці, на збувятуні. Коли ласка, частуйтеся. На здоровье, мои хорошие. Добре наш час, 25 год не хватает ни на яку здоров'я. Скажите, а ваши зелки завороженные? Конечно, замовленные в першу чергу на здоров'я і на кохання. Беріться за руки, хлопчик, дівчинка, і пойдем з вами вялізним святочним карагоном. За мною!
мною. Ходимте. Дорогие друзья, разрешите мне представить шеф-повара Великого княжества Сула, Юрий Головач. Именно благодаря Юрию творится вот этот мэджик, который происходит на кухне, мэджик белорусской кухни. Самая вкусная, самая аутентичная, самая лепшая, самая лучшая, самая-самая-самая белорусская кухня в ресторане Панстарки. Благодаря Юрию и его команде сегодня состоялся масленичный блин. Юра, давай мы нашим глядачам расскажем, как вообще возможно было бы изготовить 2-метрового диаметра блин на масленицу. И это уже на моей памяти, это, по-моему, 7-й блин, 7-й год подряд. Расскажи, пожалуйста, вот этот самый вкусный рецепт. Дорогие друзья, рецепт масленичного блина очень прост. Нужно всего лишь 30 литров молока. Стоп, можно? Ребята, обратите, пожалуйста, внимание, всего лишь начинается со сковороды. Сначала надо изготовить 2-метровую сковороду. 2 стороны спроектировано нашими инженерами и служить будет 100 лет. Юра, извини, продолжай. Потом добавляем туда 16 килограмм муки, килограмм сахара, дрожжи, 30 яиц, сливочное масло, много душевного тепла, и тесто для блина готово. Затем следует разжечь костер, который горит 3 часа. Горел, ребята, 3 часа. Мы все были свидетелями. Да. На него устанавливаем нашу огромную сковороду, наливаем в нее 3 литра масла. Затем на сковороду выливаем тесто, ждем 5-7 минут, закрываем крышкой, насыпаем много горячих углей и ждем еще 25 минут. И все, всех к столу. А еще перед этим костер нужно поддерживать 3 часа. Сковороду надо разогревать 3 часа. И только вот этот рецепт позволит насладиться тем, что мы сегодня с вами видели, ребята. Поэтому еще раз большая подяка за твой труд. Ребята, каждый год приезжайте к нам. У нас всегда будет что-нибудь на этой сковородочке. Когда-то шкварочка к чарочке, когда-то колбаска. А сегодня у нас был замечательный масленичный блин. Ребятки, самая таинственная часть и самый таинственный персонаж сегодняшней масленичной программы. Инна, познакомьтесь, ведунья, рекомендую. Будет отдельная передача очень-очень скоро, это был спойлер. Инночка, расскажите, пожалуйста, про наши замечательные магические сульские зёлки. Рецепт, ребята, можем открыть, все равно у них так не получится, нужно будет сюда к нам приезжать. Ну, Инна, рассказывайте. Паважаныя сябры, у нас на Суле вырошчваем вельмі шмат зёлак. Тут у нас вось недалёка, за нашай рэчкаю, на тым яе беразе, дзе у нас там свае вуллі, таксама ёсць пасека, ёсць чароўны наш сад, дзе і растуць усе гэтыя чароўныя зёлкі. Справа ў тым, што у кожнай травы ёсць свой час. Калі трэба ведаць яе пасеяць, як паліваць, якая трава любіць сонейка, якая вільгаць, ну і, канешне, самае галоўнае, калі збіраюцца гэтыя травы, большасць з іх, канешне, у купальскую ноч. То кажуць, што менавіта тады яны ўбіраюцца ў сілу і валодаюць усімі магічнымі дзеяннямі. Дык вось, ужо стала добрай традыцыяй на розныя святы тут у нас на сульскіх землях варыць зёлкавы чай. Зёлак вельмі шмат. Мы сюды добавляем розныя і заспакайваючыя, і бадзёрыя. Але все яны замоўленыя ў першую чаргу на здароўе. І, канешне, каханне, тым больш масленіца, вясна, сонейка. Так патрэбна гэта ўсё людзям. Сёння прабачальная нядзеля. Пагэтаму гэты чай сённяшні наш сульскі таксама быў замоўлены на дабрыню і міласэрнасць у нашых чалавечых сэрцах. Прыязджайце да нас на Сулу. Зёлкі смачныя. Мы вам іх усе можна у нас набыць, мы вам іх падорым, раскажам, што пра што. Рады бачыць вас тут у нас.
Ну і тому, хлопчики і дзяўчынкі, выражаю нашу шчырую падзяку нашай чароўніцы, якая зрабіла гэтыя зёлкі, і хлопцы да дзяўчынкі, матулечкі, бацькі, деточки, малюточки, немаўляточки, собирайтеся на следующие выходные, приезжайте к нам на гуканье вясны. Ну и давайте трымацца разом, бо разом лягчэй.